Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 13 ноября 2020 года, пятницу. Посмотрим, какой день будет нас ожидать. Рыцарь Пентаклей выпадает. Что будет помогать? Четверка чаш. Что будет мешать? Пятерка чаш. Рыцарь Пентаклей – карта, знаете, такого очень стабильного состояния, когда мы заняты своим кошельком, своими деньгами, заработком, да, осваиваем новые способы получения денег или, может быть, что-то приобретаем, на что, может быть, долгое время откладывали деньги. Хорошая очень карта для того, чтобы повышать свое финансовое благополучие. Нам может быть предложена должность с более высоким окладом, стабильным таким. Нам может быть предложено сегодня решение вопроса с деньгами. То есть, действительно, карта очень хорошая. И, скорее всего, здесь будут приятные покупки, помощь от людей, которые нам близки. Если, допустим, у кого-то какой-то конфликт, это могут быть союзники, поддержка. Если у кого-то проблема, связанная с судами, здесь вот адвокаты хорошие находятся. Самооценка у нас может сегодня подняться, и действительно способность зарабатывать или наши сбережения, они вот прям влияют сегодня на то, как мы себя оцениваем. Хорошее время для того, чтобы просить кого-то о помощи, потому что вот у рыцарь Пентаклей у нас связан с голосом, да, когда мы работаем голосом, когда мы вообще разговариваем, просим кого-то о чем-то. Может быть, здесь какие-то ситуации, связанные с преподаванием, с тренерством, с телом, допустим, найдете фитнес-инструктора подходящего. Новые источники дохода могут приходить. Бизнес тоже. Вот очень хорошая карта для бизнеса небольшого такого или среднего, да, малого или среднего бизнеса. Или даже, может быть, кто-то начинает что-то в этот день. В принципе, здесь ситуация говорит о том, что если сегодня начинать бизнес, то он может очень медленно как-то расти, продвигаться, может быть, для начала не время. Но если вы уже занимаетесь своим делом, да, то очень хорошая возможность иметь стабильный заработок. Улучшение какое-то постепенное, но оно все-таки будет. Что будет помогать? Четверка чаш. Четверка чаш – это у нас близкие люди, это наше окружение, наш дом, да, вот на это нужно опираться, это будет помогать. Ну и, конечно же, наши чувства, да, интуиция, когда мы прислушиваемся к себе и понимаем, что нам делать, что не делать, что сказать, а где промолчать. Что будет мешать? Пятерка чаш. Когда мы начинаем думать о прошлом. Вот в прошлом было лучше, чем сейчас. Вот у меня были планы такие-то, они сейчас не осуществляются. Да? Вот важно сейчас использовать то, что есть в наличии, скажем так, да, то, что есть уже в нашей жизни, и не думать о том, что могло бы быть и не получилось, или, допустим, что было и вдруг там ушло, потеряно. Вот это важно. Отношения для тех, кто в поиске партнера. Двойка пентаклей. Замечательная карта для встречи. Скорее всего, здесь ситуация такая, что вы можете встретить человека, когда работаете, да, то есть на работе, когда зарабатываете деньги, любые мероприятия, связанные с обучением, с деньгами, да, вот там вот может встреча произойти. Так, для тех, кто в паре, выпадает карта жрица, старший аркан, и здесь ситуация может осложниться чем? Могут быть какие-то тайны, недоговоренности, желание партнеров побыть в одиночестве, отдохнуть от отношений. Кто-то хочет учиться, да, саморазвитием заниматься, и это может вызывать, может быть, протест у партнера, у вашего, да, непонимание. Тут, в общем, мудрость очень важна в этот день. Иначе вот
могут быть конфликты. А также карта говорит о том, что сегодня важны родители, да, то есть, может быть, в ваши отношения будет вмешиваться кто-то из родителей или потребует внимания, допустим, здоровья родителей, мамы особенно. Может быть, вы будете решать здесь вопросы недвижимости, да, вот тем более рыцарь Пентаклей у нас часто говорит о каких-то покупках для недвижимости, может быть. В общем, действительно, день серьезный для того, чтобы решать вопросы семейные. Но тут самое главное быть благоразумными и не конфликтовать. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта колесница. Ну, очень часто это выход из отношений или выход из сложной ситуации. То есть, если этот человек вам действительно судьбой предназначен, карта старшего аркана, то тогда вы вместе с ним как-то на новый уровень переходите, да, сможете договориться. Для этого вам придется что-то поменять в себе, в отношениях, но вы сможете быть вместе. Если же человек не ваш, то это вообще как бы выход из отношений, карта будет означать. Работа. Для тех, кто в поиске работы, выпадает карта суд. По призванию работу найдете, наконец-то здесь все налаживается у вас. Для тех, кто работает, выпадает тройка мечей. Здесь может быть какой-то хаос в делах, может быть, ошибки в документах будут, и поэтому вам придется сегодня тут много переделывать, большая концентрация нужна будет. Нужно будет от чего-то отказаться, чтобы решить вот вопрос, который вот вам нужен, да, на повестке дня стоит. Может быть, от близкого окружения, от коллектива какие-то проблемы будут приходить. Допустим, они что-то сделали некачественное, а вам переделывать. Или они, допустим, что-то сделали, а на вас ответственность. Также здесь может быть ситуация с какими-то поездками, ну, допустим, какие-то документы нужно отвезти, развести по инстанциям, по городу, да, или, может быть, вас отправляют в командировку, а вы не хотите, или очень много работы на вас, ну, как бы вам дается, да, что трудно это все сделать, причем нужно успевать сразу везде. Причем трудно сконцентрироваться, да, можно ошибки допустить. Но вот по этой карте лучше всего держать контроль эмоций, да, не поддаваться эмоциям. Видите, именно мечами сердце проколото, то есть мечи – это мысли, это наш разум, а сердце – это эмоции. То есть нужно, чтобы разум был важнее, чем эмоции, тогда все будет в порядке. Не поддавайтесь каким-то негативным эмоциям сегодня, тогда день пройдет нормально. Для тех, кто своим делом зарабатывает, четверка жезлов. Карта, которая говорит о том, что вы сегодня проявите какие-то свои волевые качества. Особенно это касается каких-то взаимоотношений, партнеров, клиентов. То есть прям вы будете... По вашей инициативе все будет делаться, да, то есть именно от вас будет зависеть, насколько вы хорошо будете сегодня работать, зарабатывать, насколько хорошо будете общаться, то есть все абсолютно от вас зависит. И еще сегодня, скорее всего, будет важно сказать, что вы думаете на самом деле по чьему-то поводу, по поводу какого-то человека, по поводу какого-то дела. То есть именно свое слово сказать, независимо от того, что думают и говорят другие. Не подстраиваться, не дипломатию вот особо не включать, да, потому что тогда вы можете себе навредить. Давайте посмотрим финансы для тех, кто на зарплате. Четверка пентаклей. Ну, вы можете получить здесь стабильную какую-то оплату, да, вот то, что вы и должны были получить, да. Здесь четверка – это стабильность, это, в принципе, приход денег, которые нужно придержать, сохранить, тратить, если то только по списку, и на самое необходимое. Для тех, кто своим делом зарабатывает, двойка жезлов. Но двойка жезлов – это у нас новые какие-то начинания, да, когда мы тратим на это деньги. Или, может быть, наоборот, приход от наших начинаний. Вот что-то сделали недавно, или, может быть, даже в этот же день, и сразу же получили финансы, да, ну, как бы дополнительное что-то, может быть, приходит,
от нового, да, от новых источников. Также здесь как прямая зависимость денег от ваших действий. Ну, и тут жезлы, да, то есть здесь именно от вас зависит, сколько заработаете, сколько вложитесь, столько и получите. Но здесь нужно все время к новому стремиться, новое изучать, с новыми людьми знакомиться, новые пространства осваивать, брать на себя ответственность, говорить, что вы действительно хотите и чего желаете, да, то есть это как раз вот будет служить вашим деньгам. Здоровье. Девятка мечей выпадает для здоровья. Очень сложная ситуация, когда мы себя накручиваем и этим портим себе жизнь и здоровье. Девятка мечей – это у нас, знаете, ситуации какие-то неожиданные, которые происходят. И такое ощущение, что мы, знаете, как будто кто-то на нас нападает, а мы вынуждены отстаивать себя. И вот это очень сильно выматывает. Также здесь могут быть ситуации с острыми какими-то воспалениями. Можно порезаться, можно там стукнуться головой, попасть в какую-то ситуацию неожиданную просто из-за того, что ваши мысли далеко. Будьте осторожны. Критическая такая вот ситуация может быть, но зависит она от нас. То есть нужно оставаться стабильным и не поддаваться негативному влиянию каких-то мыслей, событий и так далее. Знаете, что все это скоро закончится по девятке мечей, что все это уже как бы прошло. Посмотрим, чем закончится день. Выпадает карта правосудия, кармы. Этот день действительно очень важный. Это день, события в этот день происходящие, они как последствие того, что вы делали раньше. То есть если вы вкладывались в работу, в развитие, в обучение, в отношения, вы сегодня получите прекрасные результаты. Если где-то дали слабинку, если, может быть, нарушили закон судьбы, да, в общем, все сегодня возвращается. Вот по сегодняшнему дню можно определить, насколько правильно мы живем. Если события происходящие радуют, если нас продвигает жизнь, если приходят деньги, если хорошие отношения, если мы покупки какие-то совершаем, это значит, что мы все делали правильно. Да? Если вдруг у нас какие-то сложности, именно в этой теме и нужно смотреть, где мы нарушили равновесие в жизни, и это исправить как можно скорее. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!